честь 23 февраля мы с вами вспомним знаменитых героев национально-освободительной борьбы кыргызского народа. Первое. Барсбек Каган или Инанчу Ал-Билге, который был предводителем енисейских кыргызов. В то время, в 8 веке, в отношении кыргызов вел захватническую политику второй восточно-тюркский каганат. Мудрый правитель Барсбек для того, чтобы дать отпор сильному могучему врагу, принимает решение создать коалицию, куда приглашает с одной стороны империю Тан из Китая и тюргеши из тюргешского каганата и дают достойный отпор. Однако Барсбек героически умирает во время боя. Именно Барсбек является основателем кыргызского каганата. Второй герой — это Тагай Би, который является одним из основателей кыргызской государственности. Живший в 15 веке, он смог объединить разрозненные племена для того, чтобы дать отпор захватчикам из Моголистана. Это получилось достаточно успешно, потому что именно при нем сформировалась этнополитическая структура кыргызов Сол-ханат, Ун-ханат и Ичкиликов. Тагай Бия многие знают как Мухаммед Бия, потому что именно при нем распространился ислам среди кыргызов. Третий герой — это кыргызский хан Иринек, который является предводителем сибирских кыргызов и который жил во второй половине 17 века. Он смог объединить кыргызов все 4 улуса для того, чтобы дать борьбу 3 врагам, напирающим с 3 сторон. С одной стороны нападали монголы, со второй стороны были джунгары, и третья сторона — это московское государство. Иринек прославился способностью лавировать, объединять людей и давать отпор врагам в самое сложное для страны время. Интересно, что памятник этому герою находится сегодня в России, а в Кыргызстане о нем очень мало знают, что мы считаем несправедливым. Четвертый герой — Тайлак Батыр, который является предводителем кыргызов и смог объединить вокруг себя все племена для того, чтобы дать отпор Каканскому ханству и империи Цинь. Каканское ханство напало с 7000-ным войском на кыргызов, где Тайлак Батыр вместе со своим братом-близнецом Атантаем, офигенные имена у него, Тайлак и Атантай, смогли разбить на голову этих врагов. И поняв, что Тайлак Батыра очень сложно убить на поле боя, враги пришли к хитрости. Они направили к нему лазутчика, который отравил лезвие, постриг Тайлак Батыра, и отравив его, тот умер. К сожалению, в 1838 году его не стало, однако его доброе имя и имя его близнеца Тантая навсегда осталось в памяти народа. В истории всегда находились люди, которые становились героями и защищали свой народ во времена нападений. Сегодня, в мирное время, в цифровую эпоху, от киберугроз и взломов вас защищают наши друзья из М-банка. Ильгири М-банк поздравляет вас с Днем Защитника Отечества и желает вам мирного неба над головой.